После визита в Беськёль Юрий Трутнев вместе с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым отправились в технопарк Якутия. В сопровождении руководства республики гостям представили ряд биотехнологических проектов. Подробности у Дмитрия Тымырова. Программа визита федеральных чиновников насыщенная. Во второй половине дня они посетили региональный технопарк Якутия, ознакомились со всеми представленными проектами. Один из самых, пожалуй, на сегодня многообещающих препарат, разработанный учеными Института биологических проблем и криолитозоны бетукладин. Данный БАД подходит не только для профилактики COVID-19, но и для восстановления тех, кто им уже переболел. Отметим, что в начале этого месяца разработчики получили все разрешительные документы и право на массовый выпуск препарата. О масштабах производства мы сейчас говорить не будем, потому что речь идет о том, что наш биоцех – это опытный экспериментальный биоцех, и мы сейчас получили заявки от медицинских учреждений. В первую очередь будем удовлетворять их потребности. Кроме того, вместе с нашими коллегами из Москвы мы будем создавать в ближайшие месяцы крупное производство бета-кладина. Ориентировочно он может быть выведен на рынок не ранее лета 2022 года. Юрий Трутнев заинтересовался данным проектом и попросил своих коллег поддержать и детально изучить его. И в случае, если показатели окажутся действительно настолько эффективными, то постпредство Дальневосточного федерального округа окажет существенную помощь в производстве и продвижении этого препарата. У нас есть, так скажем, по стечению обстоятельств люди с медицинским образованием в составе полпредства. И соответствующие поручения сделают, они с вами обязательно свяжутся, вы вместе с ними пообщаетесь, и мы дальше посмотрим, как мы сможем помочь. Хорошо? Спасибо. А вам так успехов. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще один проект, который вызвал немалый интерес, это искусственная печень. Его авторами являются молодые ученые Северо-Восточного федерального университета. Мы разрабатываем искусственную печень. То есть такое устройство, которое должно помочь пациентам с печеночной недостаточностью переждать время, когда они ждут трансплантацию печени. Принцип работы похож на устройство гемодиализа, только помимо того, что оно очищает кровь, оно должно и обогащать кровь. И как раз эта функция является особенностью нашего проекта. Также резиденты технопарка представили проект будущего креативного кластера «Квартал труда», первого на Дальнем Востоке технопарка в сфере креативной индустрии. Всего мы планируем, что у нас будет 150 резидентов, в которых будет создано свыше 1000 рабочих мест. Причем мы этот проект реализуем на базе старого полузаброшенного здания, 1976 года постройки. То есть, по сути, такая отправная точка редевелопмента всего этого промышленного района города. То есть мы уверены, что в целом этот район преобразится и подтолкнет также собственников, которые помещения находятся поблизости, тоже к тому, чтобы они инвестировали в развитие своих зданий, помещений. Отметим, что строительство квартала уже началось. Его планируют сдать в следующем году. Дмитрий Тымыров, Николай Григорьев, Якутск.